Здравствуйте! Я рад приветствовать всех, кто в эту минуту смотрит канал Сотник ТВ. Сегодня 2 февраля 2021 года, вторник. И если вы смотрите эту программу именно сегодня, 2 февраля, значит вы, слава тебе, Господи, наш патрон. И спасибо вам большое за то, что помогаете нам выжить, проплыть в этой серной кислоте. Уверяю, это ненадолго, но, наверное, весь 2021 год у нас пройдет под знаком давления со стороны внешних сил. Но это силы, конечно же, из России. Оно и понятно, потому что мы говорим об очень неприятных вещах. И, пожалуй, Сотник ТВ, наверное, единственный канал, который называет вещи своими именами. И это действительно очень сильно не нравится пропагандистам в России. Ведь пропагандисты разные бывают. Собственно, об этом я вам расскажу завтра в программе «Обратный отсчет», уважаемые наши патроны. А сегодня мы говорим с политиком Ахмедом Закаевым, который находится в Лондоне, и сейчас он со мной на прямой связи. Ахмед Халидович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогой. Здравствуйте, наши зрители, слушатели. Всем всего наилучшего. С прошлого года не виделись. Рад, что наконец-то связались. И вот с тех пор, как мы с вами последний раз общались, очень много всякого произошло в мире. Самое главное, это сменилась власть в Соединенных Штатах Америки. Новый президент Джозеф Байден, 46-й президент США, сменил Дональда Трампа. И мне, конечно, очень интересно ваши ощущения, ваши наблюдения за последние дни, которые вот прошли с момента инаугурации, с 20 января. Что вы ожидаете, каких перемен во взаимоотношениях между Вашингтоном и Москвой в связи со сменой администрации в Белом доме? Ох, Александр, конечно, это очень такой масштабный вопрос, да, глобальный, потому что Соединенные Штаты это на самом деле глобальная держава, супердержава. И процессы, которые там происходят, они невольно касаются всех, даже маленькую Чечню, которая сегодня находится под оккупацией и которую я имею честь представлять. Я думаю, что мы наблюдали много, вот последние, особенно 20-30 лет, я в частности наблюдал за тем, что происходит в Соединенных Штатах Америки, особенно когда начинались такие предвыборные кампании. И каждый кандидат в начале, когда Буш шел к выборам, это был первый раз, наверное, когда я очень серьезно обманулся. Вот вся его предвыборная риторика была воспринята чеченцами и, в частности, мной, как реал-политика. И мы были уверены в том, что вот победит Буш-младший на выборах в Соединенных Штатах Америки, сразу же война остановится и ситуация изменится в Чечне в лучшую сторону. Но, к сожалению, мы учимся, да, на всех этих моментах. Сегодня я не могу сказать, что мне было глубоко безразлично, кто выиграет, потому что все-таки то, что происходило на этот раз в Соединенных Штатах Америки, вот последняя смена власти США, за этим процессом наблюдал, наверное, весь мир. И не только просто наблюдал, но очень серьезно переживал. Дело в том, что правление Трампа оказало очень сильное влияние на расклад политических сил в Европе. Я скажу за Европу, потому что я непосредственно знал и как бы чувствовал. Конечно. Наверное, впервые за последние 20-30 лет националисты в европейских странах получили поддержку у себя на выборах, очень серьезную поддержку получили. И произошло это благодаря правлению Трампа и его трамповской риторике. Все национальные партии на Западе на самом деле поддерживаются Россией и являются абсолютно пропутинскими. И вот риторика Трампа или его реверансы в сторону Путина, это очень возымело такую очень серьезное влияние на избирателей европейских. Казалось бы, что европейцы они незыблемы в вопросах тех ценностей, которые они признают и защищают все эти годы. Чуть было не произошла переоценка ценностей при Трампе.
И вот поэтому, исходя из этого контекста, победа Байдена на прошедших выборах в США – это не только победа демократов Соединенных Штатов Америки, но и победа, наверное, и Европейского Союза, да и не только. Вот в этой связи победа Байдена и проигрыш Трампа является важнейшим событием для политического ландшафта во всем мире, так как усилению национальных или консервативных сил во всем мире в период правления Байдена придет конец, на который делал ставку Кремль. То есть большой игрок в лице Соединенных Штатов Америки возвращается... Да, возвращается к нам, ну, обычным своим тем моментам, к которым мы привыкли все эти годы. Вот какого-то усиления националистических вызовов или движений в Европе и в мире не предвидится, потому что при Байдене. А вот это то, на что делал ставку Кремль, в частности Путин. И в этом отношении я думаю, что смена администрации, не скажу режима, смена администрации Соединенных Штатов Америки, это имеет очень положительный момент для всех нас. Но я, кстати, вспоминаю, как в 2016 году в Государственной Думе открывали шампанское после того, как стало известно о победе Дональда Трампа, как они там чуть ли не купались в этом шампанском. В общем, весь охотный ряд забрызгали. А после того, как стало известно о победе Джозефа Байдена, Путин очень долго, у него слово «поздравляю с победой» в горле застряло. Он не мог это произнести. Плохо ему было. Им там всем поплохело. И, кстати, вот тут вчера Медведим... Ой, простите, я чуть не это... Это домашняя кличка, Медведимка я его называю. Дмитрий Медведев, он заявил вчера, что Россия готова к отключению SWIFT и готова к отключению интернета, ну, то есть интернета от глобальной сети интернет. Они там действительно что-то знают, Медведев что-то знает, к чему-то готовится он вообще. В России что-то понимают, что будет больно? Я думаю, что да, вопрос санкций, думаю, они неизбежны. И в самом Кремле, и в Москве, я думаю, как бы пытаются предугадать, что возможно, какие варианты возможны. И на самом деле речь идет, если говорить о санкциях, то если речь идет о таких секторальных санкциях, то я думаю, они, вот секторальные санкции, которые были, кстати, наложены на Россию благодаря и Немцову, который, в принципе, отдал жизнь из-за этого, его и убили, я абсолютно уверен в том, что он способствовал определению вот этих точечных, больных, болезненных, секториальных санкций со стороны Европейского Союза и со стороны Соединенных Штатов Америки. А вы знаете, что сейчас они готовят такую статью, уголовную ответственность за то, что человек призывает к санкциям против России? Вот ввести. Вот я призываю, американцы, введите, пожалуйста, санкции по самые гланды Российской Федерации, чтобы каждый россиянин прочувствовал на себе, каково это спонсировать войну. Вы платите налоги, значит, вы спонсируете войну, которую ведет Кремль. Вот вводите санкции. Вы знаете, вот за этот призыв теперь уголовную ответственность мне пришьют. Александр, вот к российским законам, я думаю, может, мы чуть позже вернемся. Я бы хотел продолжить свою мысль относительно этих санкций, да, потом возможных санкций. Вот секториальные санкции, они свое дело сделали. Естественно, экономический спад России, экономический кризис России. Однако, к сожалению, Путина этим, как говорится, не возьмешь. Да? Он всю тяжесть вот этих экономических санкций и экономического кризиса, последствия этого экономического кризиса он переложил на свой электорат, который, кстати, и проглотил это, и принял это на себя вот в таком сатанинском экстазе от захвата украинского Крыма, да, Крым наш. Вот Путин, да, ввели санкции, но Путин этому своему электорату подарил Крым, да, и вот теперь уже спустя годы вот этот же электорат немного начал соображать, да, что все-таки одним Крымом сыт не будешь, да, от этого, тем более, как Путин поставил. Хотите Крым, поделитесь, подтягивайте животы, принимайте на себя соответствующую нагрузку за то, что я вас
осчастливил, возвратив вам Ну, ваш в Крым. горло засунул Крым, и он там застрял. Вот Да, и ни застрял. туда, ни Вот, сюда. конечно, Вот он в этом все. отношении оно сработало. До сих пор, в любом случае, население терпело это, ну, видимо, сейчас, ну, начинает соображать, да, тем более, что, ну, да, это тоже. Я думаю, что администрации Байдена необходимо сейчас сосредоточиться вот на персональных санкциях против Путина, против его ближайшего окружения и против так называемых спонсоров этого режима. Если они это не сделают, вот это вакханалия, которое происходит сегодня, как в России, и за счет того, что в России сохраняется сегодняшний режим, он естественно влияет на остальную ситуацию в мире, да, и поэтому это не закончится до тех пор, пока Соединенные Штаты Америки, в частности, в данном вопросе, очень серьезно не ущемят хвост Путину и его окружению. А нет ли такого, что Путину на самом деле глубоко плевать на всякого рода санкции? Он уже завез к себе в Стрельню, в свой дворец в Стрельне, про который господин Навальный, кстати, фильм не снял. Он уже завез туда обратно все свои картины, все свои иконы, весь свой антиквариат, даже коллекцию оружия, все там у него. И, в общем, он уже деньги... очень много денег завез обратно в Россию, ему в принципе наплевать. И с Китаем договорился, что в случае отключения от SWIFT мы можем там через задний ход Китайского народного банка, там бандиты свои проводки будут делать, да и все. А на население-то ему плевать, он всегда его бил, как холопов. А холопы смотрели и говорили: ой, бьет, значит любит. Так это ж, наверное, так оно и есть, Ахмед Халидович, нет? Я думаю, что да, в принципе, это же не сегодня сложилось, да. Путин, может быть, я уже 10-й раз возвращаюсь, да, к этой теме. Вот первое появление Путина на политической арене, это 2000 год, когда очень известный тогда журналист задал ему вопрос, как народ отнесется вот к этим событиям, ну, войну в Чечне, там, то, что он планирует, там, то, что он уже начал или то, что он сделал. Путин ответил: народ у нас правильный, народ все поймет. Вот отношение Путина вот к этому правильному народу, оно не меняется все эти годы. Он это очень четко понимает. Что бы он ни сделал, что бы ни происходило, вот этот народ его будет поддерживать. И он, к сожалению, он прав. На сегодняшний день Путин, даже спустя вот эти 20 лет его правления и его так называемого рабства на галерах, которое оказалось совсем не бескорыстным. Нагреб, да, раб Божий, нагреб, хорошо. Да, даже после этого, к сожалению, он востребован. Я не знаю, или к сожалению, или к счастью. Может быть, даже отчасти к счастью. Скажу почему. Потому что вот он должен завершить свою миссию. Его миссия, на самом деле, я очень так скептически отношусь к каким-то потусторонним предсказаниям или прочее. Я, по-моему, вам это рассказывал, когда приехал ко мне в 2006 году Кирсан Илюмжинов от имени Путина приглашать меня в Чечню. На самолете прилетел. Вот самолет, мы едем в аэропорт, садимся, летим, все там готово, встреча с президентом на даче, и хочешь там должность вице-премьера в федеральном правительстве, руководство республикой, в Чеченской республике, как глава, как президент. Если это и это, вообще, если ничего такого ты не хочешь, просто молчи. Просто молчи, и мы отказываемся от преследования. Вот это он прилетел. И когда он прилетел, я это рассказал к слову, а потом, может быть, мы еще во время нашего разговора к этому моменту можем вернуться, потому что мы имеем сейчас очень схожую ситуацию в России, когда люди из-за границы приезжают и их сажают в тюрьму, и начинается то, что мы сегодня наблюдаем. Вот такой вариант был. И не один раз он прилетал 2-3 раза. Последним от него прибыл Бортников. Вот с этими же предложениями для того, чтобы как бы разрешить все мои проблемы, связанные с Россией. Я с ним не встречался. Я просто отказался встретиться в резиденции
Или в посольстве они предложили, я сказал, не там, я с ним не встречусь, я и не встретился. И вот, значит, Александр. Да-да-да, я слушаю. Кирсан Илимжинов, я его знал до начала этих всех событий, до прихода Путина. Путина я не знал, но Кирсана Илимжинова я знал. Он, в общем-то, сторожил политик российский, да? Ну да, конечно. И я ему задал вопрос: Кирсан, как вы можете терпеть вот этого солдафона? Он пришел и выстроил вас под козырек. Я говорю, как вы это допустили? У вас была власть, вы региональные лидеры, у вас был Совет Федерации, с которым считался и президент, и это была реальная власть. И как вы допустили то, что с вами сейчас произошло? И он мне, знаешь, что ответил? Ахмед говорит, вы не понимаете, что происходит сейчас. А что происходит? У каждого человека есть своя миссия. Ну, вы знаете, что Кирсан Илимжинов немного, он живет в своем мире, да? Ну, да, это такой. Ну, калмыцкое такое особое что-то. Отношусь к этому человеку на самом деле. Он, в общем, вся эта система, он очень безвредный, скажем так. Он мне говорит, вы не понимаете, у каждого вот первого лица, особенно в России, есть своя миссия. У Горбачева, говорит, была миссия развалить СССР. Это его слова. У Ельцина была миссия разрушить коммунистическую партию и вести рыночную экономику. У Путина миссия развалить Россию. И он говорит, но вы ему мешаете. То есть я имелся в виду какой-то критикой. В то время здесь находился Борис, очень активно, Борис Березовский, который выступал. Мы, в принципе, здесь проводили очень серьезную работу, антипутинскую работу. Мы пытались открыть глаза миру и сказать, who is who, кто, наконец, Путин, если они до сих пор это не поняли. Вот в связи с этим я говорю, может быть, к счастью, что Путин, и он востребован, и он будет востребован до тех пор, пока перестанет существовать в том виде вот это государство, которое называется Россия. Она не изменила своим привычкам, не изменила своим хищническим привычкам подавлять волю народов к свободе, гнобить свой собственный народ, оказывать давление или физически ликвидировать, уничтожать всех инакомыслящих. Это же не сейчас началось, это же российская традиция, да? Поэтому я думаю, что все эти проблемы, так как я не признаю российскую юрисдикцию, я скажу, до тех пор, пока вот эта страна не трансформируется в какое-то другое государственное образование, ничего хорошего россиянам или российским гражданам, которые живут там, ничего не светит. Вот я всегда тоже говорю, вот эти ребята, которые сейчас ходят, бродят по улицам, кричат, Россия будет свободна. Я говорю, ребята, это оксюморон, это невозможно, потому что тюрьма не бывает свободной. Тюрьма создается и строится совсем не для свободы, а вообще-то наоборот, для того, чтобы вы были не свободны. Вы заключенные в этом образовании. Для того, чтобы стать свободным, нужно разрушить тюрьму и выйти на волю. И тогда вы получите шанс на освобождение, на ментальное какое-то освобождение. Но меня все равно не слышат. И вот сегодня идет суд над многострадальным Алексеем Навальным. Я говорю об этом без иронии. Я действительно ему сочувствую, потому что человек находится в тюрьме, человек находится в несвободе. Человек находится в России, в несвободе, его судят. Пожалуйста, ваше отношение к тому, что происходит вокруг Алексея Навального, и ваше отношение к тем протестам, которые двумя волнами прокатились по России. Александр, опять-таки, тоже без иронии скажу, да, от тюрьмы, от чумы как бы никто не застрахован. И я на самом деле желаю свободу всем, и Навальному, и всем тем, которые сидят за решеткой из-за Навального, как политзеки. Я желаю им всем свободы, скорейшей свободы. А вот то, что сегодня происходит в России, Россия будет свободна. У России такой шанс был стать свободной. И этот шанс они получили во многом благодаря, наверное, и чеченцам. Потому что которые первыми из тех национальностей на Кавказе
заявили о своей свободе, независимости. И следуя тем законодательным актам, которые были приняты и СССР, и самой России, провозгласили, объявили независимость и суверенитет. Однако, вот те, которые сегодня кричат, может быть, их не было в живых, но их родители 100% были живы, и они наблюдали за тем, как подавляют свободу в Чечне. Разрушаются целые города, сотни тысяч убитых, сотни тысяч беженцев, искалеченных, более 40 тысяч детей в возрасте от 2-3 до 13 лет. Но даже вот такие лозунги, те, которые сегодня как бы сочувствуют вот тем молодым людям, которые оказались в автозаках, чего я делаю то же самое. На самом деле я им сочувствую, и я как бы не злорадствую тому, что происходит. Но дело в том, что если они и сегодня не понимают то, что произошло, и если они не готовы дать оценку вот тем событиям, которые происходили при их глазах, ничего они не добьются. Никакой свободы эта страна им не даст. И не смена власти, смена системы. А систему нужно менять не вот лозунгами «Россия будет свободной» или «Путин уходи». Прогуливаясь по Москве, никто свободу так никому не дает. И в истории такого еще не было. Вот эти такие прогулочки, которые сегодня организовал ФБК, я не скажу Навальный сидит в тюрьме. Вот эти прогулочки, которые они организовали, они на руку существующему режиму. Они, во-первых, тренируют вот те силы, которые они держат столько лет, да, наготове. Им же нужно просто посмотреть на них, что это такое. Они должны реально это увидеть. Во-вторых, они проводят селекцию среди вот этой молодежи, которая потенциально может представить проблему для России в будущем, да? Они их выявляют, они их ломают, они их крушат, сажают в тюрьмы и таким образом нейтрализовывают. Вот какой урон! Вот все это и все эти действия, которые вот на протяжении нескольких лет мы наблюдаем, изменило ситуацию в России или какую проблему они создали для существующего режима. Ну, создали, сняли фильм, да, нам показали, что Путин рабствовал на галерах не бескорыстно. Ну и что? Основном-то население, основном российское население, это, ну, это реальная цифра, это, вернее, официальная цифра 150 миллионов, да, неофициальная там 120 миллионов. Ну, вышло-то по всей России после всего этого сколько тысяч человек? Из этих потенциальных, возможно, в будущем, которые могут представить угрозу Путину, сегодня уже их нейтрализовали тысячами. Их засадят, засудят, и они будут еще 3-4 года абсолютно спокойно проедать то, что они накопили. Никакой угрозы или рассчитывать на то, что Путин, ну там идет дискуссия, ой, Путин признал, не признал. Что Путин? Путин своих детей не признает, а вы хотели, чтобы он какой-то дворец, да, который там построили, он своих родных детей не признает. У этого режима, у этих людей, вот законно он построил или незаконно. А что у них законного? Их жены незаконные, их дети незаконные, их бизнес незаконный. Требовать от людей, от воров в законе, почему они нарушают закон, это какое-то у меня нету объяснения этому. Их законы незаконные, они все сами незаконные. Вот все, вот относительно законов, вот когда им нужно что-то делать, они принимают эти законы. Вот, допустим, сейчас скажем, вот сейчас эти законы монстрские или чудовищные, какие-то античеловеческие законы принимает Единая Россия. А я вам напомню, когда в Думе сидело Яблоко, все либерал-демократы, все, коммунисты, ЛБК, все были, да, представлены. И они принимали законы, чтобы начать войну в Чечне, чтобы убивать чеченцев. Самый сильный или самый, скажем так, демократичный демократ Чубайс, приехав в Грозный, на руинах этого города
оттуда выступая сказал: россияне, все, кто будет критиковать сегодняшнюю вооруженные силы России, они предатели. Российская армия здесь возрождается. Стоя на руинах Грозного, вот этот демократ произнес вот эту фразу. И вы вспомните 20 лет назад, 18 лет назад, 15 лет назад, когда в Чечне шла жесточайшая война, палаточные лагеря в Ингушетии просуществовали почти 10 лет. Это население, гражданское население, которое находилось там и не признавало юрисдикцию России и российского государства, требуя остановить войну, они более 10 лет находились в палаточных городках в Ингушетии. Их оттуда силой разогнали. Их оттуда силой начали разгонять по всему миру. Представьте себе 10 лет жить в палаточном городке, чтобы не оторваться от Родины. Вот что значит любовь к Родине. А я помню, знаете что? Я знаете, что помню? Когда в Москве, я вот разговаривал с обычными москвичами и говорил им, ну что же это такое творится-то? Своих же граждан прямо градами мочим, градами. А мне мирные москвичи говорили, а что они, отделиться захотели? Мы Великая империя, мы не позволим. Это сегодня эти, значит, чеченцы хотят отделиться, а завтра что, татары захотят отделиться, потом башкиры захотят? Нет, мы им показательно покажем. Вы не смеете, но Москва только для москвичей. Я говорю, ребята, как у вас это вообще уживается в двух полушариях? Вы либо империя, тогда Москва для всех порабощенных, да? Либо вы тогда не империя, а Грозный для чеченцев, Москва для москвичей, там, я не знаю, Удмуртия для удмуртов и так далее. Но нет, вот это мне совершенно всегда было непонятно. Да, простите, продолжайте, пожалуйста. Александр, вот все-таки, ладно, это были все эмоции. Что касается России сегодня, вся реальная политическая жизнь, все, что там происходит, происходит не против режима и против системы. Это все попытки унаследовать власть, прийти к власти. Существует несколько таких кремлевских групп, которые противостоят друг другу. И для кого выбор престолонаследия является не просто важным, а жизненно важным, потому что на кону стоит жизнь не только их, но и их семей, родственников, друзей. Я уже не говорю про миллиарды, которые каждая из этих группировок хочет отнять у другой. Да? Политическая активность России в последнее время обусловлена именно, мне кажется, именно этим. И, к сожалению, многие бенефициары тех или иных решений нам неизвестны. Те фигуры, которые мы видим, я думаю, не они. Они исполняют чью-то волю. Я уверен в том, что вот за ФБК или за какой-то другой активной политической силой, которая сегодня есть в России, за ней стоят какая-то башенка Кремля. Вот кто-то их водит, кто-то их ведет, кто-то им что-то гарантирует. Вот теперь, возвращаясь к возвращению Алексея, я на самом деле не принижаю его роль в истории там, российской оппозиции, да. Но он хоть что-то делает, я скажу. Он хоть что-то там делает, хоть что-то как-то проявляет. Пусть даже по договоренности с какой-то башенкой он критикует вот этого человека, который сегодня создал всю эту систему, и пока живой он не хочет это отпустить и не хочет поделиться ничем. Но он хотя бы это делает, да. Я сейчас, не имея определенной силы какой-то, да. Почему? Я не поверил Илимжинову, когда он приехал ко мне и начал предлагать. Я знал, их условия принять я не могу. Если я не принимаю их условия, у меня будущего нет. Меня убьют просто. Абсолютно это никакие. Если даже на каком-то этапе они скажут, ну все, ты свободен, да, я отсюда вышел, но туда не дошел, и все. Никакой другой. Если человек приезжает, значит, там есть какие-то гарантии. Ну и хорошо, я не осуждаю. Конечно, жить в эмиграции, это, Александр, и вам известно, и мне известно, это не мед, да, это особенно вы-то еще молоды, особенно в моем возрасте. Но это тяжело, конечно, да, тяжело. Жить в эмиграции, это не сладкая жизнь.
Но, несмотря на это, я не могу, допустим, поступиться какими-то принципами при всем желании, да, и вернуться туда, вот где что происходит сейчас. Потому что туда нету. Это значит стать соучастником преступления, которые совершаются против моего народа. Быть соучастником. И сегодня, к большому сожалению, то, что происходит в Москве, и то, что хватает, сажает этих молодых людей, может быть, на ментальном уровне это здоровые люди. Вполне я допускаю, что они не нашисты, что они не кримнашисты, что это люди, которые на самом деле не понимают и не понимали, что происходит в Чечне. Потому что это новое поколение людей. И вот что их сегодня травят, давят, их травмируют, их сажают, ломают им судьбы, ну, это слишком большая цена для того, чтобы быть известным политиком в России. Но ведь это же входит в меню удержания власти. Выросло непоротое поколение, надо показательно выпороть и прополоть. И можно удерживать власть дальше. Вот дело в том, что разница, вот то, что происходит в России и то, что происходит. Вот Чечня через определенное время, 25-30 лет, вырастает поколение свободных людей, начинает войну под любым предлогом и уничтожает этих людей. Уничтожает, просто физически уничтожает. Если здесь там их так разводит, ломает судьбы, делает их недееспособными, а в Чечне их просто физически уничтожает. Вот сейчас наступает вот момент, то, что в Чечне выросло целое поколение, несмотря на все это давление, на чудовищное давление, подавление достоинства, чести, там, унижения. Но при всем этом выросло очень серьезное поколение чеченцев, которые не будут согласны и не смирятся с тем, что происходит и в Чечне, и в России. Так как они сегодня подпали под вот эту юрисдикцию российскую. Ну вот эта история с молодым парнем из Чечни, который схлестнулся с ментами на Пушкинской. Его зовут Саид Мухаммед Джамаев. Вот он ставший буквально звездой интернета сразу же в тот же самый вечер, 23 января. Вот вы прокомментируйте, пожалуйста. Там же ему даже Адам Делимханов к нему обращался. Александр, типа, да-да. Вот именно поэтому я и не хочу комментировать. Не навредить только из этой позиции. Просто если я сейчас буду говорить то, что я думаю, это только навредит ему. И тогда не надо. Я очень извиняюсь, Александр. Да, все, это вполне понятное и исчерпывающее объяснение. Тогда я снимаю этот вопрос, конечно. Но самый главный вопрос, который я должен был задать вам. Вот эти ребята, которые выходят сейчас по призывам Алексея Навального, и не только его, по призывам ФБК, там без цели, там, без всякой идеи, когда им говорят, выходите и не бойтесь. Просто выходите и не бойтесь. Куда идти, зачем идти, непонятно. Но они кричат, Путин вор, там, значит, путинский дворец, все они это поняли, и им просто надоел царь и так далее. Вот вы человек, который боролся за независимость. Что можете сказать этим молодым людям, которые говорят о мирном протесте против этого имперского дракона? Какое напутствие вы, человек, который не понаслышке знает о борьбе за свободу, какое отеческое напутствие вы можете дать этим молодым людям? Ох, Александр, дорогой, это то, что мы с вами уже сказали, я действительно сочувствую этой молодежи, несмотря на то, что они являются представителями вот той страны, которая убивает мой народ в течение последних нескольких столетий. Я уверен, что многие из них и сегодня не понимают, что произошло и что происходит. Если завтра их призовут на очередную третью военную кампанию в Чечню, они пойдут туда. Они могут пойти, они пойдут туда. Потому что они руководствуются не основными принципами свободы. Они для себя желают какой-то свободы, но другим чтобы другие стали свободными, они не допустят. Это говорит о том, что это поколение пока еще не готово бороться за свою свободу. Поколение, которое не готово бороться за свою свободу, является просто жертвой вот этого монстра, который их пожирает. И поэтому вот просто прогуливаться по Москве и кричать лозунги я не советую, потому что вы этим только усиливаете позиции режима и себя
приносите абсолютно бесполезную жертву. Кто бы вас не призывал выйти и кричать «Путин вор», это всему миру известная аксиома, что Путин вор. И Путин сам знает, что он вор. И поэтому подвергать свою жизнь и свое будущее, произнося эту фразу, и ничего далее, да, это бессмысленно. Если будет какая-то программа, если будет только, если говорить, давайте, ладно, я же не подпадаю ни под какие их законы, да, только гражданское неповиновение может изменить ситуацию. Не просто выход массовых людей каких-то, да, гражданское неповиновение, оно заключается не только в прогулках Москвы, да, и подвергая себя риску. Гражданское неповиновение заключается прекратить посещать учебу, институты, забастовки. Все, что нужно режиму от этой массы, которую они сегодня эксплуатируют. Вот если эти люди скажут «нет», через 3 дня этот режим рухнет. Всероссийская стачка, да? Да, абсолютно. А если просто так люди молодые будут выходить, они их будут просто забирать, уничтожать, и тем самым в конечном итоге останется вот та масса, путинская масса, которая ему необходима на его век. А я уверен, что ни он, ни его окружение о будущем России они не думают. И для них глубоко наплевать, что произойдет с этой страной. Они живут сегодняшним днем. Они временщики. После нас хоть трава не расти. Вот это их принцип. А на их век хватит их той мощи, которая у них сегодня есть. И тем более, если эта молодежь, выходя и принося себя в жертву, будет еще давать им возможность демонстрировать силу и свою власть над этим населением, это только им на руку. Поэтому, если нет реальных лозунгов, если нет реальной воли изменить существующий режим, лучше не выходить и не подвергать себя риску. Спасибо вам большое, уважаемый Ахмед Халидович. Спасибо. Может быть, хотя бы к вам прислушаются, потому что я уже устал об этом говорить людям. Они мои слова как-то трактуют, как будто бы я срываю протест. И мне говорят, а сам-то уехал, а теперь вот, значит, ты вбиваешь клин и нам протест срываешь. Мне это очень и очень жаль, конечно, жалко такое слышать, тем более, что мое-то целеполагание только для того, чтобы как можно скорее эта тюрьма развалилась. Спасибо вам, Ахмед Халидович, за эти слова, спасибо за беседу. Я уверен, что это не последняя наша с вами беседа. Время от времени будем встречаться с вами и сверять компас. Смотрите Сотник ТВ.